Меня зовут Попок Любовь. Я руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия. Сегодня я вам расскажу о комфортной городской среде на территории Республики Саха-Якутия и о голосовании, которое сейчас проходит по всей России, и смогу ответить на все ваши вопросы. Во-первых, всероссийское голосование у нас проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Это национальный проект «Жилье и городская среда», который инициирован благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. В этом году произошло очень такое событие для нас. В январе месяце при встрече Владимира Владимировича с органами местного самоуправления он объявил, что данная программа у нас продлена до 2030 года. И, несомненно, это, конечно, положительно скажется на территориях не только всей России, но и также в республике, потому что благодаря этой программе за последние 5 лет в регионе уже было благоустроено 68 общественных пространств в 60 городах и сельских поселениях. У нас благоустраиваются не только города, есть возможности и в сельских поселениях, и в поселках свыше 1000 населения. И, соответственно, у нас еще есть в рамках этой программы дворовые территории, и за 5 лет это уже 144 дворовые территории. В этом году у нас благоустраивается 21 общественное пространство. Это региональный проект. В настоящее время уже муниципальные образования заключают контракты и, соответственно, в этом году приступят уже к ее реализации. И 10 общественных пространств – это, конечно, победители всероссийского конкурса в малых городах и исторических поселениях. Первые 5 победителей ДФО на Дальнем Востоке реализуют у нас уже в этом году объекты, а 5 вторых победителей, конечно, уже могут реализовать также в 2024 году, но и могут завершить работы в 2025. Если исходить по результатам 5 лет, то данный проект он не только улучшает, конечно, внешний вид населенных пунктов, но и способствует, конечно, вовлечению граждан в процесс благоустройства. Что значит вовлечение граждан? Это когда, во-первых, первый этап вовлечения, это когда гражданин, житель своего населенного пункта обращается в администрацию и предлагает территорию для обустройства. Администрация, соответственно, собирает данные предложения и в рамках либо всероссийского голосования, либо внутренних можно проводить голосование на территории населенного пункта. Происходит выбор территорий, которые были предложены населением, жителями. После этого объявляется всероссийское голосование, либо внутреннее голосование может проводить администрация. И здесь уже, отдав свой голос, вы определяете территорию, которая первоочередно будет благоустраиваться. И когда уже территория будет определена, муниципальное образование приступает уже к проектированию. И, соответственно, уже проектировщик, выезжая на территорию, начинает проводить определенные встречи с населением, с бизнесом, с сообществами, которые есть на территории. И таким образом собирает информацию, то есть такое глубокое исследование территории, определяет идентичность ее и собирает информацию от населения в части того, что вы хотите, чтобы на этой территории располагалось. И после этого уже появляется дизайн-проект объекта, где как раз мы говорим о вовлечении граждан, когда учитывается мнение жителей данного населенного пункта. Сейчас идет у нас как раз о вовлечении, как раз у нас идет сейчас вторая волна, завершающая волна декады по голосованию. В ней участвует у нас 31 населенный пункт, это 67 территорий, и в настоящее время проголосовало 76 290 человек. Голосование завершится 30 апреля, осталось всего 13 дней, поэтому множество раз буду обращаться к вам
ко всем жителям республики. Даже если ваш населенный пункт не участвует в голосовании, то вы можете отдать свой голос за любую территорию, расположенную, участвующую в голосовании, и тем самым поддержать муниципальное образование. Голосование позволяет, как я уже говорила, самим выбрать территорию, которая, на ваш взгляд, нуждается в благоустройстве. Но очень важно, почему я хочу обратить внимание на то, что необходимо участие в голосовании, потому что именно показатель, а у нас на сегодня на территории республики Саха-Якутия должно проголосовать не менее 88 290 человек. То есть есть определенный показатель от числа населения, проживающих в республике, и который определяет как раз голосующих. А для чего это сделано? Это для того, чтобы на уровне федеральных органов было видно, что население вовлечено и действительно участвует в жизни своего региона либо своего населенного пункта. И поэтому здесь это также очень повлияет на финансирование, так как именно объекты, которые прошли всероссийское голосование, являются претендентами на получение федеральных средств. Это как регионального проекта, в том числе и всероссийского конкурса. Также хочу подчеркнуть, что реализация национального проекта большую роль играет и именно личная вовлеченность глав муниципальных образований. Крайне важно своим примером показывать, конечно, значимость проекта. И у нас есть множество примеров, когда именно главы поселений влияют на изменения. То есть есть такие хорошие показатели. Повторюсь, что онлайн-голосование проходит на единой федеральной платформе. Для онлайн-голосования это 14.worssreda.ru, где вы можете войти через приложение в госуслуги и проголосовать за пространство. Но я смотрю, сейчас появляются вопросы. Так, добрый день, Любовь Александровна. Скажите о всероссийском голосовании по отбору общественных территорий. Ну, я только что об этом рассказала. Значит, это первый вопрос был. Проголосовало на сегодня 76 925 человек. На самом деле сейчас в последние дни жители ускорились, начали голосовать. И это очень отрадно, потому что мы видим именно вовлеченность граждан, которые беспокоятся о территориях, которые окружают дома, окружают вокруг себя все, что есть. Поэтому это очень здорово. Но очень надеюсь, что все-таки мы достигнем цели, которая установлена на сегодня в республике. Так, спасибо за прямой эфир. Интересно, какие объекты выставлены на голосование? Всего участников у нас 31 населенный пункт, это 67 территорий, и достаточно очень большие, потому что там не менее 2 объектов должны быть выставлены. В городе Якутске, например, выставлено сквер Гагарина, значит, парк Победы и озеро Теплое, где как раз можно проголосовать за территории. Так, какие районы лидируют в голосовании? Так, в топе по активности голосования у нас сейчас это Верхневилюйский, Кобяйский, Нюрбинский, Усьмайский и Аймиконский районы. Хочу отметить, что данные муниципальные образования, данные населенные пункты, есть даже цифры свыше 300% голосующих. И мы очень благодарны этим поселениям, потому что они помогают нам набрать необходимое количество голосов, тем самым помогают другим поселениям. Также заинтересованность граждан в улучшении городской среды, конечно, радует этих поселений. Более наименьшее количество у нас проголосовавших, конечно, это поселок Чульман, Беркакит и Покровск.
Ну, здесь, я надеюсь, наши коллеги, друзья и население немножко подтянутся, и в последние как раз вот оставшиеся дни, 13 дней, мы, надеюсь, они подтянутся. Так, каковы финансовые источники будут использованы при реализации программы обустройства общественных пространств? Значит, в первую очередь это федеральные средства, которые, опять же, повторюсь, с помощью именно благодаря всероссийскому онлайн-голосованию именно показателей определяют уже значит, направление федеральных средств. И также есть региональные денежные средства, участвуют, и муниципальные обязательно. В каждом муниципальном образовании у нас есть, значит, есть муниципальная программа «Комфортная городская среда», которая позволяет в рамках приоритетных задач осуществлять благоустройство общественных пространств и дворовых территорий за счет местного бюджета. В чем особенности проведения голосования среди населения муниципальных образований, городских и сельских? Ну, здесь, конечно, много зависит от активности и заинтересованности как поселений, так и глав. Честно сказать, из как бы анализа голосования видно, что сельские поселения более активно проявляют, значит, интерес, потому что действительно в селах они видят примеры хорошие в других селах, где уже реализованы проекты, и хотят, конечно, для своих детей, ну, вообще для себя в целом улучшать, значит, облик своих территорий. Так. Добрый вечер, Любовь Александровна. Так, парк авиаторов вообще заброшен, а парк Победы в хорошем состоянии. Ему уделяют постоянное внимание, потому что это место памяти и почета, за ним всегда будут следить. Так, сделать рекламу, многие проголосуют за него. Это, я так понимаю, парк авиаторов – это Алданский район, да? Здесь, так, почему просто не привести в порядок? Так, парк авиаторов, чтобы жителям улицы Маяковского, Гагарина, Алданская и другие можно было бы сходить в этот парк, показать детям. Так, не скамеек, экопарк Золотой тоже в печальном состоянии. Так, значит, я правильно поняла, это про Алданский район. Значит, ну, как я уже повторялась, выбор территории происходит с помощью голосования. То есть здесь, значит, больше людей отдает предпочтение именно данным территориям. То есть, видите, администрация как бы предоставляет для голосования несколько вариантов, и голосование показывает то, что непосредственно для людей важен именно этот объект. Но вторым, если пойдет уже парк авиаторов, то, соответственно, это объект, на который администрация должна уделить внимание и уже выставлять на следующий год для реализации. Ну а что касается парка Золотой, то это победитель у нас всероссийского конкурса. Реализация парка идет в течение 2 лет. В этом году до 1 сентября должны быть завершены работы. Я надеюсь, что я в этом, значит, в 3-м квартале буду посещать город Алдан обязательно, потому что идет реализация объекта, и я надеюсь, совместными усилиями мы объект завершим качественно для населения. Так, Любовь Александровна, когда начнутся работы по благоустройству озера Сайсары? Уже 5 лет ждем обещанной мэрией или кем-то обещание за счет за счет облагораживания всего озера и набережной, попадающие в программу. Ну, наверное. Так, ну, озеро Сайсары у нас реализуется. Это объект в рамках реализации мастер-плана. И в этом году были выделены средства не только на набережное озеро Сайсары, но и на набережную Романа Дмитриева и площадь Ленина. Это 3 объекта в рамках казначейских кредитов, которые в этом году реализуются. Я
точно знаю, что уже работы начаты, поэтому я надеюсь, в этом году будет реализован полностью весь объект. Так, в ноябре 2022 года проходило голосование по предложениям жильцов города благоустройства дворовой территории объектов по улице Солдатова, 12. Набрал достаточно голосов для участия в программе. Глава города, обращаясь в прямом эфире, на тот момент сообщил, что обязательно даст распоряжение о проработке плана по благоустройству придомовой территории этого дома. Скажите, пожалуйста, что уже известно или исполнено на сегодняшний день? Так, здесь необходимо в первую очередь посмотреть, включен ли данный объект в перечень благоустраиваемых территорий. Это, скорее всего, подскажет администрация города Якутска. Здесь рекомендую обратиться официально в администрацию и уточниться, попал ли данный адрес в перечень благоустраиваемых объектов. Так, расскажите о прошедшей декаде архитектуры и дизайна. Да, действительно, спасибо за вопрос. 28-29 февраля в Якутске состоялся архитектурно-строительный форум. В рамках деловой программы мы подвели итоги реализации национальных проектов. Мы обсудили тенденции в строительной отрасли Якутии и стратегии развития городов и сел через мастер-планы. Потому что на сегодня вы знаете, что очень много разработано мастер-планов, и сейчас сама стратегия говорит о том, что необходимо теперь поселениям идти в рамках этого документа и реализовывать их. Также на квартале труда прошла масштабная очень выставка «Взгляд в будущее». Приехало много поставщиков, где можно было посмотреть оборудование детское, спортивное. Мы специально приглашали на это событие администрации муниципальных образований, застройщиков, для того, чтобы они могли между собой пообщаться и увидеть, какое качественные объекты могут быть реализованы на территории республики. И также, конечно же, были культурные программы, программы обучения. И в ходе форума мы анонсировали проведение второй республиканской премии в сфере архитектуры и дизайна ЕГЭ-2024. И здесь, конечно, будут реализованы, рассмотрены и, надеюсь, отмечены лучшие реализованные проекты за последние 2 года. Так, как обстоят дела на площади Ленина? Да, площадь Ленина – это объект, который, я уже говорила, реализуется в рамках мастер-плана «Казначейский кредит». В настоящее время все, наверное, видят очень активную работу на территории. И управление является заказчиком данного объекта. И пока все идет по графику, мы не видим пока риски по отставанию. Очень надеемся, что у нас контракт, конечно, заключен до уже холодных дней, это уже конец октября, но мы стараемся, уважаемые граждане, все-таки успеть данный объект завершить раньше. Но при этом, повторюсь, всегда повторялось, что мы никак не можем повлиять, не будем спешить, если это повлияет на качество самого объекта. Так, если вопросов нет, то спасибо большое всем за то, что вы участвовали в нашем эфире. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся. И еще раз обращаюсь к вам. Прошу, уважаемые жители города Якутска и всех остальных, и всей территории республики, проголосовать за общественные пространства. Если в вашем городе проходит голосование, то выберите тот объект, который вы считаете для себя более подходящим. И, конечно же, если можно, если у вас не проходит голосование, пожалуйста,
пожалуйста, где вы можете проголосовать и помочь другим муниципальным образованиям в участии. Значит, повторюсь, что голосование проходит на единой федеральной платформе для онлайн-голосования. Это 14.городсреда.ру. Также вы можете отслеживать актуальную информацию в телеграм-странице. Я сама веду свою страницу как руководитель управления архитектуры, рассказываю о событиях, о мероприятиях, которые мы посещаем и проводим. Ну и также на Горсреде вы можете посмотреть, что происходит в целом на территории республики. Спасибо большое. До встречи.